Так, добрый день, мои дорогие. Дядя Холодшин, с вами снова Лева. Так, в моих планах изменения у меня заказ. Друзья, хотела на обед сделать сыскал, но у меня не получается. Так, загнали мы их сюда, чтобы сейчас поймать. У меня заказ срочный, надо зарезать 2 гусей. Так что на обед у меня не получится сделать сыскал. Может быть, к вечеру еще сделаю. Хотя уже можно было бы, но просто я не успеваю. Я затеяла побелку в своей кухне. Только побелила одну стену, вернее, покрасила не побелку, а эмульсией я крашу ее. И вот мне позвонили, нужно срочно 2 гусей. Так, сейчас, видите, мы сейчас туда загоним. И мне нужно быстренько их отдать. Так, у меня не получится снимать их, просто сейчас вам поснимаю, потому что бывает интересно смотреть. Многие пишут, что интересно. Вот такая моя радость. Но их скоро будет уже мало, как я вижу, видите? Вот так вот. Ага, и кролик у нас упал. Не убежит он у него. Так что вот так вот, друзья, знаете, просто мне хочется вам сказать, что я что делаю. Уже привыкла к этому, что выкладываю, говорю, делюсь с вами. Ну и уже получается, это моя жизнь. Жить с вами. И ну вот как-то так. Друзья, и вот эту стену, кусочек вот этой стены, который у меня сильно был от этого сырости, я его хорошенечко сначала помыла вчера еще белизной, мне кто-то посоветовал смыть. И вот утром рано я один раз накрыла эмульсией. И вот сейчас еще раз, пока Ибрашка там режет мне гусей, второй раз прошлась. Вот видите, но все равно еще темная. Так, во-первых, у меня сейчас темно в комнате. Знаете почему? У меня же на кухне одно только окно. И видите, вот. А кухня получается очень темная. А вообще-то очень светло, потому что у меня светло бывает лампочки. Но я лампочку выключила, потому что моя тень была всегда видна вот на этой стене. Ну, чтобы вам показать эту стену, я вам просто объясняю. Видите, стена все-таки влажная. Конечно, это будет опять вот выходить это все. Но вот пока забелила, потому что было страшно. Вообще тут и стены все страшненькие, конечно, но ничего. Алхамдулилла, как всегда, лишь бы мы были здоровы. Просто я с вами поделилась, что я сделала. Видите, кусочек только покрасила стены, а весь пол почти испачкала. Так, ну ладно, вода у меня еще не кипит, чтобы гусей помыть. Друзья, я снимать, конечно, не буду, ни гусей, ни это, потому что некогда, та уже звонит, ей нужны скорее гуси. Вот так вот, друзья. Вот такой вот день у меня сегодня получается. Друзья, добрый вечер, с вами снова Лейла. Как вы знаете, на обед у меня не получилось сделать наш вайнарский сыскал. Будем делать его на ужин. Мальчики давно заказывают, хотят. Уже и мне самой захотелось. И будем с вами делать сыскал. Чурек. Для чурека, для сыскала мне нужно, друзья, килограмм кукурузной муки, которую я просеяла. Видите, просто у меня сито очень мелкое, отхода получилось много. Если бы чуть-чуть было крупнее, такого отхода бы не было. Так, нужен литр молока, 3 яйца, столовая ложка топленого масла, столовая ложка подсолнечного масла, неполная чайная ложка, ну не полная, а полная, но без горки, соды и щепотка соли. Ну и начнем. Так, сначала я смажу себе формочку, чтобы потом грязными руками ничего не трогать. Друзья, его делают по-разному, вы знаете, в действительности. А раньше наши мамы и бабушки вообще делали просто на воде, без молока, без этих же яиц, без топленого масла. Может быть, добавляли растительное масло. И если честно, мне даже вот старый сыскал чурек нравится больше, который такой крепкий. Даже моим мальчикам он нравится. Но я так чуть-чуть проусовершенствовала этот рецепт, потому что хоть и говорится в рецепте килограмм муки, но килограмм иногда не уходит, потому что замешивается тесто как как на оладьи.
как, ну, типа густой сметаны. И тогда оно бывает жидкое, заливается, выпекается. И сыскру бывает очень-очень мягкий. Но у меня в семье любят, чтобы была, ну, такая хотя бы корочка. И потому что потом в кипяченое молоко, чтобы оно размокло. Конечно, в принципе, это то же самое, что и каша, мамалыга получается, я не знаю. Но почему-то кашу такую они не едят. Даже я покупаю крупу, ну типа такой крупы, кукурузную, варю кашу, они ее не любят. Вот именно вкус этого чурека сыскала, замоченного в молоке, только так в моей семье любят. Так что будем делать, наверное, как любит моя семья. Чурек очень хорошо подходит сыр, брынза, такой, знаете, сулугуни, ну, рассольный сыр. Бывает очень вкусно с ним. Сейчас я еще с ним сделаю, как раз разморозила творог. Свежего у меня не было, но сегодня буду делать, как вы уже знаете. Но это уже последний творог в этом году, потому что корова уже скоро идет в запуск, скорее всего. Так, ну и дальше покажу вам, короче говоря, не буду сейчас больше болтать. Значит так, мы тут сделаем небольшое углубление, как в обычной муке. Некоторые наоборот наливают жидкость, потом закидывают муку. Ну, мы будем делать так. Налили муку, ой, налили молоко, яйцо. Так я просто отмерила специально. Ложка растительного масла, ложка топленого масла. Чайная ложка соды. Ну и щепотка соли. Будем теперь замешивать наше кукурузное тесто. Так. Друзья, конечно, мои рецепты сейчас никого не будут волновать, тем более, не то, что просто раньше, а сейчас тем более не будут волновать, потому что к Новому году никто, наверное, не будет готовить и сыскал, и домашнюю еду такую, будут что-то изысканное делать. Ну, до Нового года еще 2-3 дня, кушать надо. К Новому году как таковое я не буду готовиться, потому что нас не будет дома. Видите, мне надо было муки немножко больше, но за счет того, что вот отсева осталось много, оно все-таки получилось жидковатое. Но еще жиже делают. Но у меня вот такое. Я бы хотела даже, чтобы вот именно руками вот замесить, покруче, чтобы было. Но будем делать так, потому что тут получается не килограмм у меня муки, потому что отсева было много. Вообще, в принципе, еще раз повторю, что делают даже жиже этого. Намного жиже. Ну, не намного жиже, но жиже, чтобы она вот прямо вот сама стекала, как на оладьи. Как густая сметана, как на оладьи. Посмотрим, как получится. Так, я обычно делаю еще круче, потому что нам нравится немножко круче, как я уже повторяюсь, как попугай. Сейчас я поставлю, она должна выпекаться, вернее, он должен выпекаться минут 40 на медленном огне в духовке. Также можно, в принципе, ну, этот чурек я бы не пекла, потому что тут сода, тут все такое, жидкое тесто на печке. Конечно, наши мамы и бабушки его в духовке не делали, у них и духовок-то не было, особенно у бабушек. Выпекалась на сковороде, на печке, под крышкой. Ну, сейчас с каждым разом все усовершенствуется. Так, вот пока будет выпекаться наш сыскал, я быстренько почищу картошку, поставлю варить и тем временем быстро сделаю творог.
потом мы будем ужинать. Жалко, что вы не можете прийти попробовать. Все. И вот, видите. Медленный огонь на 40 минут. А пока я вас немножко отключу от себя и займусь картошкой и творогом. Так, друзья, картошка почти сварилась. Чурек тоже почти готов. И сейчас будем делать из топленого масла. Ну, не знаю, как вам назвать. У нас это называется коден. Ну, подлива будет к этой картошке, к этому сыску. Так, можно делать и из сливочного масла, не обязательно топленое, только надо чуть-чуть растопить, конечно. Сначала хорошенько сливочное масло. Сейчас я его разогрею. Приготовила творог, видите, он у меня был заморожен, разморозился, я его отжала, добавила 2 куриных яйца, ну просто у меня мои яйца, вернее яйца моих кур слишком маленькие, и поэтому добавила 2. А этот творог оставила без добавления яйца, потому что один из моих сыновей хочет просто со сметаной и с творогом. Скорее всего, маме тоже со сметаной и творогом, потому что топленое масло, тем более в дни, когда у нее поднимается давление, это не есть хорошо. Все, надеюсь, нам хватит. Сейчас растопим масло. Так, и чурек у меня тоже готов. А вот смотрите, как получилось. Тут я ущипнула немножко. Вот такой вот. Сейчас дадим ему немножко остыть, пока будем делать эту подливу. Так, картофель тоже мой сварится. Теперь тем временем мы приготовим сметану с творогом. Так, у меня домашняя сметана. Друзья, я забыла, что мне надо снимать. И без вас, видите, разрезала все-таки мой сыску, мой чурек. Видите, вот такой вот. Совсем забыла. Начала накрывать на стол. Вот так вот. Видите? Мягкий, корочка черствая такая. Ну, я говорила, что корочку мы вот любим вот такую, чтобы она была твердой. Так вот, с пылу с жару. Так, и теперь будем топленым маслом делать вот такую вот подливу. Вот, значит, видите, масло растопилось. Оно
не просто растопилось, оно было горячее, прям горячее, но чуть-чуть я ее все-таки температуру сбила, ну, постояла немножко, чтобы творог не свернулся. И вот что получается. И это очень вкусно, мои хорошие. Так. Еда наших предков. Вот чем они питались. Теперь наложу картошку. И буду всех звать кушать. Так, и друзья, вот с этой подливой, с творогом и маслом мы любим есть лук. Ну, если, конечно, есть зеленый, но если нет зеленого, то вот такой. И знаете, в моем детстве вот так вот отец делал с луком, что он был помягче, наверное, для этого. Ну, в смысле, помягче, чтобы не такой был жгучий. У меня нет сил его раздавить. Очень нужно его... И Брашка, может, ты его раздаешь? Посильнее раздави, у меня просто сил нет его раздавить. Так, друзья, на камеру он не согласился, хоть его и видно было. Вот так вот раздавливается лук, видите? Это еда моего детства. Так, и теперь еще один вид. Надо накрошить чурек со скл, чтобы залить сюда кипяченое молоко. Ну, конечно, для этого надо было бы, чтобы остыл со скл чурек наш. Но мы ждать не будем. Ибрагим любит только с молоком, больше ни с чем. И пока печется, мне заглянул, говорит, это только это, мне это на 2 раза только. Короче, для него нужно постоянно печь. Вот именно в молоко корочка очень хорошо. Просто я сейчас большую чашку приготовила. Вот так вот, видите? И сейчас она немножко, минут 5 постоит, отстоится, и будет все здорово. Включай. Так, друзья, ну это мы и собрали для фотографий, чтобы и в Инстаграм поставить. Старый забытый наш